Ну, сначала безумие продолжалось, то есть с прекращением употребления мозг, ну, за все эти годы он был настолько задурманен, что я летал, около 2 месяцев я летал в иллюзиях. Мне казалось, что все, что там происходит в реабилитации, это полный бред. Я искал таблетку. Я пришел туда, говорю, дайте мне таблетки, я хочу выздоравливать. Мне сказали, друг, не существует таблетки. 2 месяца я пытался оттуда сбежать. Причин было много. Это дети, это работа, это долги. Успокоившись немножко, начав приходить в себя, все началось с того, что однажды я стоял в курилке. И, ну, было еще август месяц, сентябрь. Там цветы у нас, летали пчелы. И я задумался, а как пчелы умирают? Почему они падают там на землю, там, перезимовывают, потом встают и опять летят. Поднимаюсь в помещение, в класс, там у нас телевизор стоит. И сажусь на стул, и там какой-то человек по телевизору говорит, а вы знаете, как пчелы умирают? Ну, неважно, как они умирают, я этого узнал. Факт в другом, что я понял, что о чем бы с того момента, о чем бы я ни подумал, я всегда находил ответ. Я отстранился от проблем, от суеты, от чего-то такого и сосредоточился на себе. И я заметил, что о чем бы я ни подумал, оно все сбывается. Утром я встал злой, там, ну, пища однообразная в больнице. Каша, обед, каша. Мне так захотелось колбасы, я сказал, вот сейчас бы колбаски поесть. На завтрак приходим через там 1,5 часа, и человек достает колбасу, нарезает, ну, то есть это не было как бы. Вот. И вот так дальше, больше я вот углубился в более глубокие понятия этой жизни, как бы, и начал мир видеть по-другому. То, что здесь не все так плохо, как мне казалось все эти годы, что мир ужасен, что одни проблемы, трудности и так далее. Я через вот это, через эти какие-то совпадения или не совпадения, как я сейчас думаю, начал цепляться за светлые лучики в этой жизни. И вот карабкался. Люди, которые там работали, да, где я сейчас работаю тоже, они мне помогали. Я много чего понял об этой жизни. И я понял, что кроме себя самого, ну, мне никто не поможет. Я один в этом мире. Если я сейчас уйду, куда я уйду? Опять туда же, в это употребление, что я там не видел? Я там всю жизнь потерял. Жизнь тогда — это просто миг, состоящий одновременно из кошмаров, бредовых идей, ужаса от ломок и бесконечной гонки за удовольствием. И это дело не в деньгах. Цена его не денежная, а цена его собственной жизни. Ты платишь собственной жизнью, платишь жизнями родных и близких тебе людей. То есть употребляешь ты один, а страдают все вокруг тебя. Вот все, кто тебя окружает, все страдают. Ты можешь обмануть, предать, украсть у кого-нибудь из своих родных запросто. Думая, что ты сейчас это просто вложишь в дело, и потом обратно вернешь. И никто не заметит. А сейчас для меня удовольствие — это преодолевание трудностей. Вот все то, чего я лишал себя все эти годы, да, через употребление, сегодня для меня преодолеть какую-то трудность — это вообще это предел радости. Если я что-то смог, то я немножко счастлив. Когда я попал в реабилитацию, я сказал себе, что это единственный шанс. И я воспользуюсь им, ну, по полной. То есть либо я начну сейчас это делать, либо я никогда этого больше не смогу сделать. Я смотрел на других ребят, которые по несколько раз приходили, и я сказал себе, что я таким никогда не буду. Жизнь в употреблении — это жизнь с отсутствием смысла жизни. То есть человека нет никакой цели, он ни к чему не стремится, он хочет получить удовольствие прямо сейчас вот, и как можно быстрее, да, и живет одним днем, то есть в поисках и получении удовольствия. Все. Сейчас для меня появился смысл жизни. То есть я его обрел. Я долго думал, кем я стану после реабилитации. Долго думал, перебирал всякие варианты. А потом пришлось посмотреть правде в глаза. Ведь я школу закончил кое-как, у меня нет образования.
где бы я ни работал, это мне быстро надоедает. И любая работа для меня стала бы, наверное, поводом сорваться рано или поздно. Я переосмыслил свою жизнь, что я лучше всего знаю. Я знаю, что такое наркомания и алкоголизм, как бы, да. Не из книжек, не из телевизоров, не из учебников, а я знаю ее на собственном опыте. Я знаю, как с ней справиться. Вот. Спустя 2 месяца я стал консультантом по зависимости. То есть настолько сильно было мое желание избавиться от этого, что я углубился в изучение этой болезни, и я ее продолжаю изучать, потому что эта болезнь развивается вместе со мной. Ну, то есть это неизлечимое заболевание. Развиваюсь я, развивается она, потому что она в моем собственном мозгу. Я ее изучаю, делюсь тем, что я знаю, с ребятами, которые проходят у нас реабилитацию. Помогаю им рассказать, дать правильную интерпретацию того, что с ними сейчас происходит, что они чувствуют, почему они себя так ведут именно в определенный момент. И когда они знают, что человек действительно чувствует то же самое, чувствовал, он понимает их, они к нам прислушиваются, к консультантам, я не один там. И мы находим общий язык и поддержку даем такого образа. И рекомендации даем, что дальше сделать, как с этим справиться. Допустим, что не так в твоем поведении, что не так с твоим мышлением. Потому что зависимость — это болезнь ума, в первую очередь, души и тела. Мышление зависимого всегда сосредоточено на употреблении. Сегодня я женат 2 на другой женщине. Я встретил другого человека, живу с ней, строим семью, как бы у нас все хорошо. Я приобрел смысл жизни, да, это вот помогать таким людям, как я. Кому, как не мне, известно, сколько наркоманов в нашем городе, примерное число. Я знаю, что наверняка многие бы из них, узнав о том, что есть возможность избавиться от этого, они бы воспользовались этим шансом рано или поздно. Вот. И смысл жизни развиваться вот в этом направлении. Я хочу сегодня, я изучаю эту болезнь, я изучаю психологию, изучаю все, что может помочь людям. Все, чем бы я мог воспользоваться для того, чтобы помочь людям избавиться от этого. Если ты потерял смысл жизни, употребляешь для того, чтобы жить, и живешь для того, чтобы употреблять, и тебе надоело все это. Ты думаешь, что жизнь твоя кончена и полна неудач и ошибок, и ты ничего не сможешь с этим сделать. Да, ты прав, ты сам ничего не сможешь с этим сделать. Обращайтесь к специалистам, ведь болезнь, она должна лечиться специалистами.